Тренды меняются с каждым днем, но не только в одежде и обуви, но еще и в макияже. И лайфхаков на его счет тоже бесмерное количество. Что же сегодня актуально, сейчас узнаем. Макияж для нас, девчонок, это всегда важно. Поэтому сейчас я покажу вам 3 самых популярных вида макияжа. В школу нельзя наносить много косметики, поэтому сделаем что-нибудь легкое. На сегодняшний день очень распространен легкий нюд, который можно сделать в школу. Если ты наносишь 100 слоев консилера под глаза, потому что ты не высыпаешься, поверь, ты не одна такая. Сухие губы можно увлажнить гигиеничкой или блеском для губ, особенно в зимний период. Не оценимте строго, я тоже не профессионал в этом деле. Для этого сюжета визажистом я выступаю впервые. Все ради вас, телезрители. Поэтому не завидуйте моей модели. Следующий макияж можно использовать, когда идешь с подружками в кафе или в кино. В повседневном макияже сейчас моден нюд с ярким акцентом. Им могут стать румяна, красная помада, тушь. Выбирайте на ваш вкус. Для нашего макияжа мы выбрали первый вариант. Советую наносить румяна потихоньку, чтобы они легли равномерным слоем, без пятен и одинаковым с двух сторон, а не то все поймут, что это не ваш здоровый румянец. Если идете на концерт или вечеринку, то возьмите у мамы супер яркую помаду. Такую или такую, сами определитесь. Куда как не на вечеринку можно и даже нужно сделать яркий макияж. Тени, глиттер, разноцветные стрелки, карандаши для глаз и губ. Со всем этим можно поимпровизировать и открыть для себя много новых дизайнов макияжа. У меня немного косметики, поэтому мы решили сделать смоки айс и подчеркнуть скулу не только хайлайтером, но еще и яркими блестками для большей выразительности. Посмотрите, что у нас получилось. Чтобы рисовать ровные стрелки, симметрично красить губы, нужно тоже учиться, ведь это целое искусство. Если захотите, то у вас все обязательно получится. Диана Головашева, Ильнар Бигбов, специально для новостей.